Приветствуем всех, кто утро среды встречает вместе с нами. Катерина Винокурова, Иван Луцкан, дежурный этой недели. Доброго вам утра! Доброе утро всем! Сегодня 22 января на календаре, середина рабочей недели. И в течение ближайшего часа мы с вами будем общаться на различные темы. Например, мы поговорим буквально через пару минут о том, как получить дальневосточную ипотеку, сельскую ипотеку и где более подробно об этом получить информацию. К нам придут соответствующие гости. Также мы поговорим о конкурсе «Пою мое отечество». Это первый конкурс, который прошел в республике для детей. И более подробно об этом тоже расскажут гости, которые подойдут к нам в третьем блоке нашего эфира. И также мы сегодня поговорим об интересной инновации, которую будут представлять в Якутии. К нам подойдут резиденты Сколково и поговорим тоже об этом. Я думаю, это будет очень полезно, потому что это будет касаться темы окон, утепления, и тем более в наших суровых климатических условиях это очень актуально. Также сегодня, 22 января, отмечает день рождения глава нашей республики Айсен Сергеевич Николаев. Мы поздравляем его с этим праздником, желаем ему успехов в его нелегкой работе, чтобы наша республика дальше процветала под его руководством. Также мы сегодня узнаем, какие изменения ожидаются в едином государственном экзамене для выпускников школ. Узнаем, что запечатлел на своих снимках известный фотограф Джулиан Уолтерс. Смотивируем вас на занятия плаванием. А на десерт нашего эфира поговорим о попкорне. Ну вот, видимо, это тоже... А попкорн вообще можно отнести к десерту? Или что это вообще? Закуска? Но в какой-то мере это и десерт. Ну, если сладенький, да? Ну вот, так воздушная кукуруза как раз сегодня тоже празднует день рождения. И 390 лет назад наш древний предок заметил ее удивительное свойство взрываться от высокой температуры. Вот почти 400 лет попкорн — неизменный атрибут походов в кино, там, домашних посиделок. И в целом это очень вкусная такая штука и детям на радость, и взрослым. Ну а по народному календарю наступил Филиппов день. Наши предки считали, что если на Филиппа ясно, значит и летом будет хороший урожай. Ну а мы уверены, что будет хорошим не только летний урожай, но и наше настроение. А далее свежий прогноз погоды, спонсор прогноза погоды — магазин «Милан». Милан рядом. Объявляем суперакцию. При покупке 2 вещей 3-я в подарок. Только до конца января. ТЦ Рио, 2-й этаж. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 32, минус 38 градусов. Днем ожидается до минус 31-39. В Заречных утром минус 30, минус 41, днем минус 28, минус 38 градусов. В Южных минус 24, минус 30 утром, днем минус 22, минус 23. В Вилюйских минус 21, минус 31 утром, днем минус 21, минус 25 градусов. В Нижнеленских минус 33 утром, днем минус 30, минус 31. В Западных минус 20, минус 28 утром, днем минус 20, минус 24 градуса. В Колымайди-Гирских минус 28, минус 37 утром, днем до минус 27-37 градусов. В Янских минус 28, минус 35 утром, днем минус 31, минус 35 градусов. На северо-западе минус 30, минус 38, днем минус 28, минус 37 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 39 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 1,3 метра в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 34, минус 36 градусов. А мы продолжаем наш эфир. Телефон нашей студии для сообщений, не звонков. А то мы видим, уже тут пытаются до нас наши телезрители дозвониться. Напомню, что только сообщения по WhatsApp, в крайнем случае СМС 8 914 279 22 62. С 7 до 8 утра мы работаем в прямом эфире. И если есть возможность, то мы зачитываем ваши сообщения, поздравления, какие-то новостные, интересные материалы, которые вы к нам присылаете по средствам такой связи.
Ну а сейчас у граждан появилось множество вариантов, как улучшить свои жилищные условия с помощью программы ипотечного кредитования. Благодаря таким мерам поддержки можно приобрести квартиру в городе или построить дом на селе. О том, какими основными программами в сфере ипотечного кредитования могут воспользоваться якутяне, нам расскажет наш гость, генеральный директор Центра информационных услуг в сфере недвижимости Home Аркадий Новиков. Аркадий Назаров, прошу прощения. Ну, пожалуйста, первый вопрос, вот сейчас самый, наверное, актуальный, да, связанный с ипотечной программой, которую можно получить с 1 января 2020 года на Дальнем Востоке, это 2%. Какие условия, в первую очередь, предоставляются заемщикам? Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Катя. Сейчас работают две программы. Это дальневосточная ипотека. Это по двум направлениям. Молодая семья, где могут участвовать лица, которые не достигли 35, то есть обеим супругам должно быть 35, или же один из с ребенком до 18 лет, если нет супруга. Ипотека выдается на приобретение у строящегося объекта, также уже введенного, только в том случае, если он покупает у юридического лица. Также могут в этой программе участвовать те, которые взяли земельный участок по дальневосточному гектару на строительство частного дома. В этой программе есть ограничения, могут получить только молодые семьи. Да, и на покупку вторичного и частного дома оно не распространяется. А вот по сельской ипотеке она предназначена для жителей села. Там уже можно и на строительство дома взять, и на покупку вторичного жилья, и на новостройку именно в сельских местностях. То есть в этом категории не попадает именно город Якутск и близлежащие населенные пункты, как Тулагин, Ахатас, Табага, туда уже не входят. А вот в других населенных пунктах они входят, ну, то есть это может быть и город, Покровск, там Нюрба, они попадают, потому что там население города не должно быть выше 30 тысяч человек. Это интересное замечание, потому что некоторые вот сейчас думают, как бы улучшить жилищные условия, ну, как бы в городе, но, тем не менее, в районах республики. Ну, это очень хорошая возможность для села, да, для обновления своего дома. И надо понимать, что ипотека все-таки субсидированная, то есть это не такое большое количество, было оглашено какое-то до какого-то срока, но если субсидии заранее исчерпывают себя, может это так долго не продлиться. Поэтому, если вы планируете, ну, как бы улучшить свои жилищные условия, думаю, не надо сильно затягивать с этим. Лучше вот прийти, получить консультацию и подавать заявление, уже получать ипотеку. А максимальная сумма там по кредиту по дальневосточному какой? До 6 миллионов. Это именно сумма кредита. Также туда входит это первоначальный взнос 20%, то есть человек может, грубо говоря, где-то до 8 миллионов купить квартиру. А вот сельская ипотека, да, вот, которую вы озвучили, какие там требования? Могут ли наши жители района ей воспользоваться? Там обычные требования, то есть до 70 лет обычный гражданин, любой гражданин может взять ипотеку. То есть там возраст от 21 до 70 лет, ну, то есть на момент погашения кредита должно быть 70 лет. И там тоже неважно, семья, не семья, там может один человек выступать тоже, ну, получить ипотеку. А еще вот по дальневосточной есть ограничение, то что одна семья не может по этой программе купить две квартиры. Одна ипотека может быть обычной ипотекой, и вторая может быть по дальневосточной. И рефинансировать, да, в этом случае многие просто начали задавать вопросы, можно ли рефинансировать ипотеку, которая у меня уже есть. В этом случае она не распространяется, единственное, можно только рефинансированием воспользоваться в других банках. Но там уже проценты не такие, самые сейчас по городу низкий процент, это 8,25%. То есть сельская ипотека не 2%, да? Выше. Нет, вы путаете. Сельская ипотека сейчас 2,7% на сегодняшний чуть день. Больше. Да, на сегодняшний день чуть больше. Ну вот я слышал, что некоторые банки даже предлагают по дальневосточному кредиту 1,7%. Да, это у некоторых банков есть, наверное, не буду говорить банки. Для зарплатных клиентов у них еще идет дополнительная скидка. Очень хорошо. А вот если есть какие-то
ограничения, вот какие в первую очередь для молодых семей? Может быть, там наличие действующей ипотеки, будет ли это, допустим, отказ в получении? Нет, нет, в этом случае учитывается только доход. Если семья, в принципе, может себе позволить вторую ипотеку, они могут спокойно взять на эту сумму. А распространяется на первичном, на вторичном рынке? Ну, я до этого договорил, на покупку только у юридического лица. То есть дом может быть введен, то есть застройщик на свое имя переводит собственность и уже продается по договору купли-продажи. А так вот у физического лица по переступке не получится купить. Интересно. А, допустим, там, частное лицо оформило на юридическое свое вторичное, и все, получается, можно смело продавать? Нет, это именно распространяется на застройщиков, которые ну вот только, обязательно, да, чтобы только было. введенные дома. Да, потому что И сейчас надо понимать, что в прошлом году был введен закон, да, вот, по проектному финансированию. И сейчас вот застройщики продают квартиры по еще старому договору долевого участия. И надо понимать, когда вот следующие дома, они уже пойдут по договору, по проектному финансированию, и цена будет намного дороже. Об этом мы много сняли роликов, да, на эту тему. И поэтому надо успевать, пока у застройщиков есть еще вот такие квартиры по договору долевого участия, надо покупать еще по низкой цене. И специально для этого мы вот 24-25 января в торговом доме Кружала организовали ярмарку в связи с этими событиями, да, последними, чтобы наши граждане туда пришли, получили консультацию, потому что очень много вопросов возникает, какие моменты, да, вот ипотеки. И как раз там такие будут представители крупных банков, где они могут уже дать полный ответ, да, проконсультировать. И там же будут застройщики крупные, да, такие как ДСК, Прометей, Утум, Высота. Также вот именно специально для ярмарки застройщик Высота сделает 3% скидку. А также напоминаю, что сейчас у ДСК идет 10% скидка на некоторые объекты. Поэтому надо пользоваться таким случаем, да, как говорится, пока берут, бери, дают, бери, точнее, да. Поэтому надо вот пользоваться такими снижением процентов. Ну вот сейчас вот у нас как раз наши режиссеры выдали ваш Инстаграм. Я так понимаю, что там можно подписаться на страницу. Да, вот это Инстаграм, потому что 24-го в день открытия, да, в 11 часов будет круглый стол, где будут сидеть представители банков, застройщиков. И будет прямой эфир, где люди, которые не смогут подойти, могут зайти на прямой эфир, задать напрямую вопросы, какие интересующиеся. Также мы прямой эфир сохраним. Те, которые не успели посмотреть, можете зайти, посмотреть, какие были вопросы. Вот возвращаясь к ярмарке, сколько приблизительно будет участников, застройщиков, какие основные банки будут участвовать? И можно ли прямо на ярмарке подать заявки соответствующие? Да, на ярмарке будут приниматься заявки. Основной банк, конечно, это Сбербанк у нас будет, основной игрок. Также вот по сельской ипотеке, по Минсельхоза, да, там Россельхозбанк пока принимает заявки. Он один-единственный оператор, да? Да, на сегодняшний день пока только Россельхоз. Также вот со вчерашнего дня буквально Алмаз-Эргенбанк начал принимать, они также будут участвовать. Помимо них будут жилищные кооперативы, они тоже предоставят свои условия, программы, агентства недвижимости крупные, которые расскажут про цены на недвижимость в 2020 году. Поэтому мы старались собрать самые необходимые, лучшие компании, которые надежны у нас в городе. Поэтому не пропустите такой момент, обязательно подойдите. Еще раз напомним, какого числа? 24-25, то есть это пятница, суббота, с 10 до 7 вечера будет проходить двухдневная ярмарка. Также там будут строительные компании, которые среди своих клиентов разыграют разного рода призы. Где будет проходить? В В торговом доме Кружала. Да, вот как напоминание. Спасибо большое, Аркадий, что подошли к нам сегодня в студию. Спасибо, что поделились пригласили. последними новостями в области недвижимости. Удачи в проведении ярмарки, интересных клиентов, интересных застройщиков и предложений.
Спасибо. Плодотворного дня вам сегодня. После напряженного дня всем нам хочется отдохнуть и расслабиться. У каждого есть свой метод. Есть занятие, которое обеспечит вам отличное настроение, улучшение здоровья и вызовет самые приятные эмоции. Да, вот этот метод мне больше всего подходит, речь о котором пойдет в следующем сюжете. Это плавание. Плавание – это универсальный способ укрепить свое здоровье и сохранить фигуру. Это практически единственный вид спорта, у которого нет противопоказаний. К сожалению, у нас в Якутии купальный сезон не так долг, поэтому бассейн – это отличный способ продлить себе удовольствие поплавать. Небольшая разминка перед заходом в воду и кто брасом, кто кролем, а кто пока только привыкает к воде. 8-летняя Катя Габышева плавает 3 раза в неделю. Мама впервые ее привела в бассейн в 3-летнем возрасте. Мы простудными заболеваниями за это время ни разу не болели, поэтому причине у нас пропуска в школе не было. У нее укрепился иммунитет, и у нее были проблемы с опорно-двигательным аппаратом. И сейчас я уже наблюдаю, что вот таких проблем у нее уже нет. Она была косолапая, и сейчас у нее и поход, осанка изменилась. Из-за этого, получается, и правильно начала ходить. Сидячий образ жизни провоцирует проблемы со здоровьем, боли в спине и особенно много людей, имеющих сколиоз с детства. Рекомендуется плавание для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением нервной системы, возбудимых детей. Ну и, конечно, для всех детей это закаливание в наших суровых условиях. Противопоказания для плавания очень минимальные. Это только кожные заболевания могут быть сильные и состояние воспаления, например, там ОРЗ, ОРВИ. В отличие от силовых видов спорта, направленных на наращивание определенных мышц, плавание способствует повышению выносливости и гармоничному развитию всего тела. Водный спорт полезен для укрепления сердечной мышцы, поддержания мышечного тонуса, а также способствует избавлению от лишнего веса. Елена Царенко ведет оздоровительные группы детей. Пользу плавания знает не понаслышке. Сама занимается с раннего детства. Существует стандартная программа обучения. Она состоит из 12 уроков. Если ребенок ходит 3 раза в неделю, то в течение месяца-полутора обучение плаванию ему будет. Во время занятий у нас происходит оздоровительный эффект. Кроме того, закаливание организм ребенка получает, смена воздушной среды на водную, смена температурного режима. И потом плавание – это красота. Занятия плаванием полезны в любом возрасте. Их рекомендуют детям, в том числе грудничкам, а также взрослым и людям преклонного возраста, поддерживающим свой организм в форме. Как для здоровья хорошо, но лучше стал, ага. Бодрее стал. Нету заболеваний сейчас, таких воспалительных дыхательных путей. И кроме того, плавание по праву может считаться одним из самых приятных видов спорта, после которого отличное настроение вам обеспечено. Мария Павлова, Александр Слепцов. Новый день. Якутск. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. У выпускников 11 классов остается меньше 2 недель, чтобы определиться с экзаменами по выбору. После 1 февраля Рособорнадзор прекращает прием заявлений на участие в едином государственном экзамене. Указать любое количество предметов, но 2 самых массовых, русский язык и математика, остались без изменений и по-прежнему нужны для получения аттестата. В 2020-м их должны сдавать около 67 тысяч 11-классников. В остальном полная свобода. Главный ориентир – сайты вузов. На них абсолютно для каждого направления подготовки опубликован список необходимых ЕГЭ. В этом году абитуриент по-прежнему может подать документы в 5 вузов на 3 направления в каждом. Итого 15 различных направлений. В Рособорнадзоре напомнили, выпускники 2020 года подают заявление на ЕГЭ в своей школе. После 1 февраля заявки принимаются только по решению госкомиссии и при наличии уважительных причин не позднее, чем за 2 недели до начала экзаменов.
Досрочный период ЕГЭ будет с 20 марта по 13 апреля, основной с 25 мая по 29 июня и дополнительный с 4 по 22 сентября. Впервые в некоторых регионах во время ЕГЭ будет тестироваться поведенческий анализ на основе нейронных сетей. Допустим, если кто-то встает во время экзамена, если есть какие-то посторонние предметы на столах, нейросеть зафиксирует подозрение на нарушение и отправит сигнал наблюдателю. А еще появится технология компьютерного распознавания лиц. Это поможет выявить нарушителей, которые выполняют задания по поддельному паспорту. Я единственное могу поделиться. В прошлом году я сам участвовал в эксперименте по сдаче ЕГЭ. Нас пригласили, и вот русский язык написали так, как пишут это выпускники. То есть давали телефоны, нельзя было там ни с кем разговаривать, ручки черные и так далее. Ну вот прочувствовал так, как это было, сколько там, много лет тому назад, когда я школу закончил. Мы были экспериментальный класс, когда ЕГЭ вводили только 2001 год. Это был. Как давно это было? Это было очень. Но наша зима длится больше полугода, и наш край имеет рекордные минусовые показатели. Природа замирает и величественной своей красоте, а тем временем на площадях горки полны детьми. А минус 30 – это вполне комфортная температура для прогулки. Да, многие же ведь говорят, что в Якутии потеплело. Вот минус 30 – это замечательная пора, когда можно погулять, допустим, с детьми, люди живут, радуются. А для иностранцев, которые приезжают сюда, это ведь все в диковинку. Даже минус 30 – это для них большое удивление. И они прямо охают, ахают и впечатлены нашей природой и непосредственно самой Якутией. Знаменитый фотограф Джулиан Уолтер приехал как раз-таки к нам в республику. И подробности в нашем следующем сюжете. Наш край привлекает иностранцев своей экзотикой, а если говорить более точечно, то своим холодом. Ведь действительно наша родина является одним из самых суровых мест для проживания, при этом имеет неповторимую природу и уникальных людей. И сегодня в рамках программы «Интересные люди» в коворкинг-центре Национальной библиотеки имени Пушкина столица встретила гостя из Штатов, именитого фотографа Джулиана Уолтера. Родился Джулиан в Сан-Франциско, когда он учился на факультете аэрокосмической техники в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Он купил свою первую камеру. Получив диплом, он отправился в красивый маленький город на западном побережье Франции под названием Биарриц. Именно там он получил свою первую работу в качестве фотографа. Джулиан работал над самыми разными проектами, и коммерческими, и туристическими, также и документальными, и сейчас имеет большой спрос. First, I read about Yakutsk online, an article. I thought, wow, that's crazy, this city exists. And then... Я услышал о существовании Якутии онлайн, и да, решился через несколько месяцев посетить ваш край. Я подумал, что это безумное место, и спустя какое-то время я собрался и решил точно поехать. Сейчас я живу в Лондоне, подал на российскую визу и получил его через 3 недели, что же и после купил билеты, прилетел в Москву и далее в Якутск. Приехать сюда было достаточно легко. Я слежу за несколькими фотографами Якутии, в основном через Инстаграм. К сожалению, я их имен не знаю, но надеюсь, что после сегодняшней встречи я познакомлюсь с ними лично. Вопросов было много, конечно же, в основном профессионального характера, но Джулиан также и рассказал о себе и поделился его ближайшими планами. Помимо фотографирования, я увлекаюсь серфингом и люблю проводить время с друзьями. Да. 2 моих основных увлечения – это фотографирование и серфинг. После Якутии я бы хотел посетить Африку, поехать по западной части Сахары, начиная с Марокко, спуститься вниз на юг. Пришло немало народу, это был уникальный опыт для всех и просто интересной беседы. Пожелаем нашему гостю незабываемого путешествия по земле Лонхо. Максим Гоголев, Семен Афанасьев. Новый день. Уту сасердунан, кюнду керечулер. Доброе утро, телезрители. Красавчик. В выставочном зале Комдракмета открылась выставка работ участников первого конкурса «Пою мое отечество». Буквально через пару секунд мы вернемся в студию и продолжим разговор об этом конкурсе с гостями. Ну а пока небольшой сюжет.
Экспозиция детских рисунков «Пою мое Отечество» – масштабная выставка школьников всей республики. Мероприятие направлено на реализацию проекта «Рисуем все», инициированного первым президентом Якутии Михаилом Николаевым. На выставке представлены работы обучающихся по всей республике по темам. Посвящается защитникам Отечества, посвящение матерям, никто не забыт, ничто не забыто, за наше счастливое детство, природа моей родины и легенда о Чингисхане. Отличительная особенность рисунков юных художников – своеобразие детского видения мира, неповторимость сюжетов, яркость красок. Работы отражают эмоциональное состояние авторов, пронизанные искренним чувством патриотизма, любви к родине и наполнены мечтами о прекрасном будущем. Мы очень рады, что принимаем участие в первой республиканской выставке «Пою мое Отечество». Она приурочивается 75-летнему юбилею Великой Победы. И в нашей школе принимали участие двое ученицы. Это Семенова Саина, 5 Б-класс, и Николаева Сахаяна, 5 А-класс. По итогам конкурса будут выявляться 1-2 места, ну и сертификатами будут обеспечивать всех участников. Продолжая тему этого сюжета, мы пригласили к нам в гости Павла Сивцева, методиста Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне», и Татьяну Иванову, исполняющую обязанности руководителя отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Как пришла идея провести такой конкурс? Доброе утро, Иван, Екатерина. Идея конкурса пришла нам год назад. Совместно с Ассоциацией учителей изобразительного искусства нашей республики, возглавляемой председателем Иваном Василием Петровичем, заслуженным учителем РСФСР и Министерством образования, мы решили провести конкурс «Пою мое Отечество» по изобразительному искусству именно среди общеобразовательных школ. И в течение всего 2019 года проходил конкурс во всех школах, проходили муниципальные этапы. И сегодня на выставке представлены именно финалисты, самые лучшие работы детей. Сколько это работ? На этой работы более из 18 вузов поступили, более 370 рисунков. Это по 6 темам, которые уже сейчас уже с тобой сказали. Да? И все эти работы являются финалистами своего данного муниципального этапа. Итоги когда будут подведены? Итоги у нас подведены. Сегодня мы их уже озвучим. Работали эксперты. И самые лучшие работы, 25 работ, у нас останутся в фонде Национального художественного музея. И мы также планируем, что будет по итогам нашей выставки издан электронный альбом. Это будет вот эти 25 работ, да? Или все твои? В электронном альбоме будут все работы, которые финалисты. Всех финалистов. Но я так понимаю, что вот сейчас выставка проходит, и любой желающий может прийти и посмотреть, вот как долго она будет проходить, и можно будет... Выставка будет продлена до 25 февраля. Вход свободный. Пожалуйста, приходите в здание в выставочном зале Национального художественного музея. И там все работы висят. Вот так. Вот в первую очередь, что ребята хотели выразить? Я так понимаю, то, что природу нашего края. Ну, это будет, в основном рисунки посвящаются вот это «Никто не забыт, ничто не забыто», как бы год патриотизма, да, и также своей родной природе. В основном рисунки вот этих двух направлениях. Сегодня, я так понимаю, там же в музее, да, будут подведены итоги? Да, совершенно верно. Сегодня в 2 часа состоится у нас торжественное открытие выставки и награждение победителей. Приглашаем всех на нашу выставку. Спасибо большое, что подошли к нам в студию. Удачи в проведении этого конкурса и ребятам победы. Ну а сейчас прервемся на короткую рекламную паузу. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Рада зачитать сообщение, которое адресовано нам с тобой, Иван Петрович. Да, очень рад. Очень приятные ведущие Катя и Иван. Давно наблюдаю, всех благ и достижений вам пожелали нам. Да, вот, кстати, еще пишут, что в Батагае минус 50, там актированный день.
Да, и вот тоже еще там еще кого-то поздравляли с днем рождения. Да, объем сообщений достаточно большой, вот что успеваем, то зачитываем. Напомню, номер 8 914 279 22 62, это наш студийный номер для WhatsApp сообщений, отправляйте, и по возможности мы зачитаем. И новости тоже можете отправлять. А новости официальные узнаем сейчас вот У наших коллег. Здравствуйте, в эфире новости, в студии Юлия Великодная. Спустя несколько дней после назначения на должность премьер-министра России Михаил Мишустин провел заседание с новым составом кабинета. На встрече он обозначил вопросы, которыми правительство займется в первую очередь. С его слов, необходимо вплотную приступить к выполнению задач президента, которые он озвучил в послании. Быстро приступить к реализации тех задач, которые... Но первое, это мы должны максимально быстро приступить к реализации тех задач, которые поставил президент в своем послании. Это демография, это соответственно, поддержка семей с детьми, это, в конце концов, рост доходов людей, забота о тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование, все то, что называется повышением уровня жизни наших людей. Я думаю, что это наша самая главная задача, этого от нас ожидают. Второе, это, без сомнения, мы должны добиться повышения роста экономики, без которого невозможно достичь никаких результатов, а тем более результатов в социальной сфере. Проезжающий мимо мужчина спас 8-летнего мальчика в Ленске, который стал жертвой бродячих собак. Ребенок сильно травмированный физически и психологически. О состоянии мальчика и как видят местные власти решение проблемы Анна Кожевникова. Кроме алых следов крови на белоснежном полотне этих закоулках частного сектора Ленска, больше ничего не напоминает о вчерашнем происшествии. Именно здесь, на пересечении улиц Чернышевского и Ленских событий, стая собак напала на 8-летнего ребенка, нанеся ему множественные укусы в области лица и головы. Если бы не Александр Тертычный, случайно проезжающий мимо, мальчика бы загрызли насмерть. Думал, сперва собаки дерутся между собой. Стал подъезжать ближе, смотрю, вроде человек лежит. Я даже не понял, что это ребенок. Я начал сигналить, подъехал совсем вплотную, собаки стали разбегаться. Смотрю, поднимается ребенок. Он сам встал. Смотрю, весь в крови, лицо все в крови было. Я его быстренько взял за руку, посадил в машину и сразу повез в больницу. Ребенок был в шоке, ничего говорить не мог. Я привез, сразу передал врачам его. Ребенок нуждался в срочной операции. 20 января 2020 года, вчера в 13:42, в Ленскую ЦРБ был доставлен ребенок с множественными укушенными ранами и травматическим шоком первой степени. Ребенок прооперирован, в настоящее время находится на лечении в реанимационном отделении. Проводятся все необходимые консультации со специалистами республиканских центров. И вопрос о дальнейшей тактике лечения в настоящий момент решается. Администрации города проведено собственное расследование. Печально в этой истории, которая произошла в городе Ленске, да, что собаки это были хозяйские. Опять же, то, что я говорил выше, это ответственность нас, самих жителей города Ленска. Если бы они были во дворе привязаны, это бы трагедии не произошло. Поэтому, конечно, мы сожалеем о случившемся, и администрация города Ленска возьмет все затраты на себя по лечению мальчика и сопровождению лечения в городе Якутске. Городская мэрия и рада бы истребить эту проблему под корень, но федеральное законодательство не позволяет. Прежде чем отловить сегодня животных, подрядной организации необходимо сделать видеофиксацию, то есть все снимать на видеокамеру, каким путем отлавливать животное, значит, с привязкой к местности, доставкой, пункт передержки. Сегодня обязательно требование, что должны быть приюты у нас, да, которых у нас нету. Значит, собаку должны содержать не менее 30 дней по новому законодательству. Значит, ее должны вылечить, стерилизовать, кастрировать в зависимости от пола животного. И если хозяин не обнаруживается, мы должны обратно выпустить собаку во внешнюю среду обитания, то есть на улицу опять города. Люди же требуют кардинальных мер. Нам нужно защитить своих детей. Правильно сказал отец Анатолий, ни одна собака не стоит ни одного мизинца или там, ногтя нашего ребенка. Поэтому тут мое личное мнение как мамы, как бабушки, как просто гражданин. Однозначно, извините, но собак нужно каким-то образом убирать
с территории нашего города. Принятие законодательных актов возможно лишь на региональном уровне, о чем и просят жители Ленска. Сегодня по факту выходит так, что, руководствуясь гуманностью и защищая животных, мы не можем защитить собственных детей. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В Нерюнгринском районе приступили к реконструкции системы водоснабжения. Сооружения, построенные еще в 70-х годах, вышли из строя. С ходом выполнения работы знакомился глава республики Айсен Николаев. Реконструкция водоканала проводится в 2 этапа по плану социального развития центров экономического роста республики. На эти цели предусмотрено 400 миллионов рублей. В рамках рабочего визита Айсен Николаев посетил Амулинский водозабор и провел совещание по реализации первого этапа модернизации. Он подразумевает строительство 2 резервуаров чистой воды с наземными фундаментами и реконструкцию насосных станций. Добавлю, что в дальнейшем власти республики планируют приступить к реконструкции системы водоотведения в Нерюнгри. Ее износ составляет 92%. Аэрофлот и его дальневосточная дочерняя компания «Аврора» проведут акцию ко Дню Победы. Они бесплатно перевезут ветеранов. Акция продлится с 3 по 12 мая этого года. Оформление билетов начнется с 14 апреля. Право бесплатного перелета в эконом-классе предоставляется ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, которые являются гражданами России, стран СНГ, Прибалтики, Грузии или постоянно проживают в одном из этих государств, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. На рейсах «Авроры» бесплатно могут полететь также дети войны. И продолжая тему 75-летия Великой Победы, движение «Бессмертный полк России» запускает конкурс исследовательских работ «Правнуки победителей». В этом году он приобретает статус международного. Участниками могут стать ребята из России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья в возрасте от 11 до 18 лет. Основной тезис проекта – от истории семьи к истории страны. Благодаря конкурсу школьники со всей страны смогут лучше узнать фронтовую историю своей семьи и научиться работать с архивами, а также познакомиться с потомками однополчан, своих родственников, прошедших Великую Отечественную войну. Он позволяет детям и их родителям вместе окунуться в прошлое и не забыть те суровые годы, в которые жили их предки. Доброе утро, мы продолжаем и поговорим сейчас о новых технологиях, которые используются в Арктике с нашими гостями. Это Константин Нагдасев, директор по развитию компании ООО «Термоглаз», и Александра Махначевская, она представитель данной компании. У нас в Якутии. Доброе утро. Доброе утро. Доброе Ну, утро. я так понимаю, занимаетесь окнами, да? Что Совершенно это за верно. окна, Константин? Иван, Екатерина, наши окна, они являются инновационными по той простой причине, что они выполняют 2 функции, 2 главных задачи. Первая задача, они работают как ограждающая конструкция, которая ограждает помещение от холодов, ветров и так далее. А второе, они работают как климатическая техника, то есть с их помощью вы можете управлять климатом, выставлять необходимую вам температуру, как-то корректировать климатическую обстановку в комнате. Я так понимаю, что аналогов таких нет, да? Вы патент, видимо, какой-то получили? Да, мы занимаемся этим уже с 2011 года. У нас за плечами более 1000 реализованных проектов успешных. Мы являемся действительно патентодержателями этой технологии и производим это по своим технологическим нюансам. А патент российский или уже международный? Да, патент российский. Сейчас мы проходим сертификацию уже для работы на европейских рынках, на мировых. И патент у нас, если не ошибаюсь, с 2012 года. Константин, ну вот у вас значок резидента Сколково, я так понимаю, да? Как вы туда попали? Да, наша компания является резидентом Сколково инновационного центра с 2017 года. И попали, как вы совершенно справедливо заметили, мы туда как раз именно на предмете наших окон. Потому как они были признаны инновационными. И 2 основных критерия, по которому можно стать резидентом Сколково, это инновационность, революционность продукта и, самое главное, возможность его использовать с пользой для блага граждан, горожан, жителей. А выглядят окна так же, да? Они выглядят абсолютно так же, да, прозрачно. по внешнему виду вы не определите. Единственное, что их отличает от обыкновенных окон, это наличие терморегулятора, который позволяет
в определенном диапазоне эту температуру регулировать в зависимости от того, какую климатическую обстановку вы хотите создать в том помещении, в котором вы находитесь. Но проверка в наших условиях, она уже прошла. Проверка проходит в данный момент. Мы эти окна установили У меня дома, у меня 2 окна установлены. Правильно. Как раз, конечно, надо было испытать на себе, как представитель компании «Термоглаз». Я взяла на себя эту ответственность, да, установила 2 окна в 2 комнатах. Естественно, они показали себя очень хорошо. То есть в этом году у меня было очень тепло в комнатах, абсолютно комфортная температура. А батареи при этом работают? Работают, но при этом у меня была просто проблема. Одна комната у меня была угловая, да, в ней мы установили, и сейчас в ней очень комфортно. А вторую я просто балкон утеплила, и там поставила эти греющие окна. Батареи туда мы не подключали. А какое энергопотребление окон? В зависимости от тех задач, которые вы ставите перед собой, потребление может варьироваться от 60 до 120 ватт. Это лампочка получается. Это как лампа накаливания, да, привычная, которая нам. Вот, и поэтому они становятся очень эффективными, эти окна, и вы можете их совершенно спокойно использовать для решения разных своих бытовых задач. Ну, там, видимо, и регуляторы есть. Там есть регуляторы, которые позволяют вам в определенном диапазоне. Вот регуляторы как раз-таки, как они выглядят? Они отдельно как-то или прямо они монтируются отдельно в какой-то доступности, чтобы можно было удобно их управлять. А терморегуляторы совершенно обыкновенные. Разные есть. Они есть разные, да. В том числе, да, можно их контролировать через телефон, то есть устанавливать любую температуру, какую хочешь, да, можно поставить по часам, как, ну, у меня в одной комнате как раз такой стоит. Я могу поставить, допустим, с вечера он нагревается, да, вечером, а утром он отключается. А где вот сейчас можно купить эти окна, ну, если кто-то заинтересовался? Вот как раз я являюсь представителем, вы можете к нам обратиться, ну, то есть ко мне, и я вот через Константина Нагдасева, через Москву заказываю эти окна, устанавливаю. Но мы знаем, что сегодня уже вы будете презентовать, где жители и гости столицы могут сами прийти и увидеть. Сегодня, пожалуйста, всех желающих приглашаем на презентацию наших греющих окон. В 11 часов в медиацентре состоится эта презентация. Дизайнеров, архитекторов, строителей. И просто заинтересованных лиц, да, которые интересуются инновациями. Да. Спасибо большое. Сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу. Доброе утро. Ну да. Вместе же можно. Доброе, да. Доброе. Среда, 22 января на календаре. Да, у нас есть WhatsApp-сообщение, которое вы присылаете в рекламные паузы или во время сюжетов. 8 914 279 22 62 – это наш студийный номер для ваших сообщений. Пожалуйста, Катя, там что нового? Очень важное сообщение. Дорогую нашу Александру Даниловну горячо поздравляем с 90-летием. Живите и радуйте своих близких, согревайте сердца их всей своей любовью. Жители микрорайона Кескиль поздравляют вас, Александра Даниловна. Ну, очень хорошо. А сейчас мы продолжим наш эфир с прогнозом погоды. Узнаем, какая температура воздуха будет по районам нашей республики. Сегодня, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных улусах утром было минус 32, минус 38, днем ожидается минус 31, минус 39, в Заречье республики утром минус 30, минус 41, днем минус 28, минус 38, на юге республики утром минус 24, минус 30, днем минус 22, минус 23. В Вилюйских улусах утром было минус 21, минус 31, днем минус 21, минус 25. В Нижнеленских утром минус 33 градуса, днем минус 30, минус 31. На западе республики утром было минус 20, минус 28, днем будет минус 20, минус 24, вновь на западе теплее. В Колымо-Индигирских улусах утром минус 28, минус 37, днем ожидается минус 27, минус 37. В Янских улусах утром будет минус 28, минус 35, днем будет минус 31, 35.
На северо-западе республики утром минус 30, минус 38, а днем будет минус 28, минус 37. В Якутске в 6 утра температура воздуха была бодрящая, но хорошая, минус 39 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер будет дуть сегодня в Якутске со скоростью 1,3 метра в секунду, а направление будет северного. А днем же в столице республики ожидается температура воздуха на отметках минус 34, минус 36 градусов. Ну а далее у нас на очереди свежие вакансии, которые предоставляет нам Центр занятости населения. Итак, требуется старший продавец продовольственных товаров секции гастрономии, образование среднее, общее, заработная плата 35 тысяч рублей. Требуется водитель автомобиля, основное общее образование, заработная плата 30 тысяч рублей. Требуется механик, среднее профессиональное образование, в том числе начальное профессиональное. Опыт работы не менее 3 лет, заработная плата 60 тысяч рублей. Да, мы продолжаем. В самом начале нашего эфира мы сообщили такую интересную историческую дату, то, что именно сегодня, 22 января, отмечается 390 лет воздушной кукурузе, как мы ее, неофициально попкорн. Сегодня мы ее называем попкорном, да. День рождения ее было в 1630 году. Тогда в конце января английским колонистам индейский вождь по имени Квадекуана подарил целый мешок вкуснейшего лакомства. Хотя достоверно известно, что люди угощались им еще многие тысячи лет назад, поскольку на раскопках в Мексике и Перу были обнаружены зерна и емкости для изготовления, насчитывающие порядка 4000 рублей. Интересно, что прекрасная половина жительниц Мексики некогда вплетала белые шарики попкорна в волосы и делала из них бусы. Вкусненько пахнули волосы, наверное, попкорном. А потом и съедали их, да? С волосами вместе. Ну а машинка для попкорна появилась уже в 18 веке. Она здорово облегчила жизнь производителям, позволив поставить на поток изготовление лакомства, быстро ставшего популярным. Начало продаж попкорна возле кинотеатров вызвало бурю негодования у их владельцев. Тогда они полагали, что попкорн может отвлечь посетителей от фильмов. Потребовалось несколько лет, чтобы выяснить, что это не так. Да, пожалуй, сегодня себе ни один киносеанс нельзя представить без ведра попкорна. Кстати говоря, я вычитала, что чаще всего люди потребляют попкорн именно на фильмах ужасов. А почему? Потому что волнуются, дергаются, нервничают, да, заедают стресс, грубо потом говоря. становятся более стрессоустойчивыми, объемными, и у них все замечательно. Но еще отрадно, что сегодня разновидности попкорна насчитывают большое количество. Это и соленый попкорн, и сладкий. Вот ты же спрашивал, десерт ли это в начале нашего эфира. Ну вот я вообще соленый люблю. Почему-то. Интересно, есть ли попкорн с перцем? Интересно. Острый попкорн. Это чтобы уже намного страшнее было. Ну, главной новостью политической стало формирование нового правительства. Но вообще я заметил, что у нас люди очень сильно политически подкованные, да, вот за такими новостями отслеживают. Очень много людей сменилось в составе нового правительства, но, тем не менее, назвали главных долгожителей российского правительства. Это Сергей Шойгу и Сергей Лавров. Вот Шойгу, допустим, он 26 лет уже работает в правительстве. Ну, многие его знают как сначала главой МЧС, потом он на чуть-чуть уходил губернатором Московской области, а потом вернулся уже министром обороны. А Сергей Лавров, министр иностранных дел, который вот это один, вот эти, кстати, два министра пользуются всегда большим уважением среди россиян. Он министр иностранных дел с 2004 года.
достаточно долго. А так очень много людей поменялось. Вот, допустим, я узнал, что, ну, по моей части, да, что в Минздраве поменялась тоже глава, стал человек тоже близкий, это глава Росздравнадзора, Мурашко, он стал министром теперь здравоохранения России. Спасибо, Иван Петрович, за новости политики. От политики мы переходим к искусству. Рубрика «Муза и музей». А далее в нашем эфире. Евгения Малеина, русский советский художник, родилась 1 декабря 1903 года под ясным синим ташкентским небом среди среднеазиатской природы, очень яркой и щедрой. Вот оттуда у нее и любовь к живописности и к цвету, потому что этот мир очень яркий, разнообразный. Она эту любовь сохранила на всю свою жизнь. И это не только люди, природа, фрукты, овощи, плоды, но это еще и хлеб, как итог человеческих усилий и как символ жизненного благополучия. Вообще для Малеиной труд – это как признание человека и его духовное и физическое здоровье. А натюрморты ее, они очень скромные и очень простые. Вот мы видим на картине хлеб в тарелке, какие-то булочки. Но как они написаны, это и цветовая правда, это и натурная правда, и в каждое ощущение радости жизни, что все хорошо, что мирная жизнь, что есть хлеб на столе. И она была сама человеком, по воспоминаниям, очень светлым и лучистым. И вот эту радость она показывает и в своих картинах. Это ее такие тихие натюрморты, но она их одушевляет. Это ее приметы, ее бытия очень тихого. О чем говорит натюрморт? Да? В чем его сила? В том, что художник так познает мир. И Малеина, она была очень мощным и сильным художником. И ее вот такие неповторимые работы, произведения, они выставлялись не только в России, но и во многих странах за рубежом. А мы продолжаем наш эфир. Вот еще одно такое животрепещущее сообщение пришло на наш WhatsApp номер. Доброе утро, новый день. Просим помочь маленькому Вите Монастыреву. Виктору всего лишь 6 лет. Он ходит в подготовительную группу детского сада «Мичил», села Чурапча. Очень активный, веселый ребенок. На наших глазах за мгновение он заболел. Состояние очень тяжелое, и оно ухудшается. При обследовании в РБ-1 Национальный центр медицины 14 января, буквально вот неделю назад, поставили страшный диагноз. Это злокачественное образование ствола мозга, диффузная глиома моста. И в Якутске такое лечение пока получить невозможно. И, соответственно, состояние Вити требует незамедлительного обращения в специализированную клинику. Идет консультация, переговоры с различными клиниками России и зарубежья. Каждый день на счету. Просим помочь. И вот благотворительный концерт пройдет в помощь Виктору, где пройдет и сбор средств 6 февраля этого года в Доме дружбы народов имени Кулаковского. Вся информация в инстаграм-странице Виктор 2013 помощь. Вот, да, такая вот социальная проблема. Не могли пропустить это сообщение, которое пришло к нам на сообщение. Вот, и сегодня вот еще спрашивают, сообщите, пожалуйста, где проводится презентация «Теплых околон». Сегодня в 11 часов, вот у нас были гости, она пройдет в медиацентре, это на Орджоникидзе 38, ну, Дом печати, да, в простонародье. Вот опять же адрес не озвучили в эфире, да, вот еще одно сообщение на эту тему. Вот про окна мы ответили. Ну, на этой ноте мы прощаемся с вами до завтра. Отличного вам дня сегодня, хорошего настроения, улыбайтесь, несмотря ни на что. Далее встречайте наших коллег Пелагею Буртахову и Алексея Лукина. До встречи. Пока.